Приняли конституционную поправку. Репортаж заседания сессии парламента. Кадровые назначения и ряд важных постановлений. Состоялось очередное заседание правительства. О механизме государственного частного партнерства и возможности его реализации в Абхазии. Тема семинара в Сухуме. Избран председатель Верховного суда Абхазии. Им стал Зураб Агума, ранее много лет возглавлявший военную прокуратуру. Единогласное решение депутаты приняли на состоявшемся сегодня заседании сессии Народного собрания. Один конституционный закон, около 10 законопроектов, среди которых о здравоохранении, особо охраняемых природных территориях и особых экономических зонах. Большинство законопроектов приняты в первом чтении, а некоторые из них с сегодняшнего дня вступят в законную силу. Ряд законопроектов с повестки дня сняли, в том числе и проект закона о моратории на разработку, добычу углеводородов, нефти и газа. Взамен депутаты приняли постановление об образовании парламентской комиссии по изучению вопроса, которое приостанавливает действие лицензии на разработку и добычу углеводородов до окончания работы комиссии. Репортаж сейчас готовится к эфиру, мы вернемся к нему позже. После заседания сессии председатель Верховного суда Абхазии Зураб Агума дал эксклюзивное интервью абхазскому телевидению в новом качестве. Хочу высказать большую благодарность всем депутатам, которые оказали такое большое доверие. Это очень ответственная работа. Вся моя деятельность, все мои силы, знания будут направлены на то, чтобы были в рамках предусмотренных законом защищены права и интересы наших граждан и нашего государства. В последнее время парламентом Республики Абхазия были приняты ряд законодательных актов, которые, можно сказать, произвели реформу в сфере судебной деятельности. Ряд законодательных актов вступает в силу с января наступающего года, некоторые чуть позже. Поэтому предстоит немалая работа. И с учетом всех этих обстоятельств, конечно, в деятельности судебных органов должны произойти определенные изменения. Конечно, в этом без поддержки государства, без поддержки парламента будет сложно осуществить все вот эти мероприятия. Я в первую очередь рассчитываю на поддержку, понимание своих коллег. Говорить о том, какая ситуация сегодня в судебной системе, мне не хотелось бы, поскольку я еще не приступил к своей работе. В целом я владею ситуацией, которая, в общем, там сложилась, но до ее изучения в деталях мне бы не хотелось какие-то планы озвучивать. Я благодарен всем тем, кто объективно отражал все то, что происходило в парламенте, связано с избранием меня на эту должность, избранием моей коллеги на эту должность. Мы будем открыты с прессой, с нашим народом, так что наша деятельность, она будет доводиться всегда до населения. Сегодня состоялось очередное заседание Кабинета министров. Были рассмотрены кадровые назначения, вопрос предоставления в аренду земель под строительство гостиниц, торговых объектов в Гагре, Сухуме и Гуль-Рипше и Гудаутском районе. Утверждены положения ряда госуправлений и министерств. Подробности у наших корреспондентов. На заседании Кабинета министров утверждены кандидатуры заместителей ряда госуправления. Так, Лила Кочарава назначена заместителем начальника управления государственной статистики. Рауль Бебе и Леонид Накопия – заместителями начальника государственного управления энергетики и транспорта. Лаврентий Айба и Инга Таня назначены заместителями директора Рицинского реликтового национального парка. Решением Кабмина по просьбе юго-осетинской стороны соглашение между правительствами Южной Осетии и Абхазии о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран будет подписано и на русском языке, так как он у них также является государственным. Ранее соглашение уже было подписано на абхазском и осетинском языках. Положение о государственном управлении энергетики и транспорта Республики Абхазия утверждено без пункта 6 приложения 2, касающегося Абхазавтодор. Согласно положению, среди прочего, все автовокзалы, как и положено, войдут в структуру государственного унитарного предприятия «Абснавтовокзал». «Абснавтовокзал» – это унитарное предприятие, государственное унитарное предприятие, которое объединять должно все вокзалы Абхазии. Так было до того, еще в советское время. Так должно быть сейчас. У нас, к сожалению, один-единственный вокзал, это Псовский сегодня, более-менее, который огорожен. Все остальные, Сухумский вокзал, он в эту структуру входит. У нас де-факто им управляет Сухумское АТП. Поэтому, если это предприятие переходит
подведомственно в автовокзал, Сухумская АТП какие-то деньги теряет. Вот они за это борются. В этом причина. Как бы это ни было, надо с людьми разговаривать, но при этом мы должны быть аргументированы и обоснованно объяснять, почему. Старая схема привела к тому, то, что сейчас действует, что наша транспортная отрасль не рентабельна, она убыточна. Давайте деньги, мы будем делать, а сюда отдачи никакой нет. Это неприемлемо. С другой стороны, если надо менять ситуацию, это вызывает возмущение людей. Мы должны быть аргументированы и обоснованы. Это самый главный момент. И поэтому настойчиво, планомерно проводить нашу политику. Сразу 3 положения. О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, по проведению подводных работ, эксплуатации опасных производственных объектов приняты единогласно. По словам премьер-министра, реальность такова, что сегодня инвестор может построить здание, которое через некоторое время развалится, и никто за это ответственности не понесет. Поэтому принятие правительством таких положений необходимо, заключил Микваби. Внесены изменения и дополнения в постановление Кабинета министров о порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования реестра собственности. По словам председателя Госкомимущества Константина Кация, речь идет не о приватизации или продаже объектов, а о фиксировании этих объектов и внесении в список. Высказываясь по поводу уже приватизированных объектов, премьер-министр подчеркнул, что их надо отдавать тем, кто реально займется их восстановлением. В этой связи я пользуюсь моментом, хочу вам поручить, чтобы был составлен или взят реестр из того, что есть, и показать, какие предприятия у нас там разрушены, полуразрушены стоят в течение 23-24 лет. На заседании утверждены официальные символы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия, положение об официальных символах, а также формы одежды и ведомственных знаков отличия сотрудников МЧС Абхазии. Обществом с ограниченной ответственностью «Напитки Абхазии КО» и «Аквасервис» предоставлено право пользования скважинами подземных вод в селе Алахадзе-Гагарского района и в селе Бабушара Гулрыбского района. Амра Амичба, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Рабочая группа при Министерстве экономики Республики Абхазия по первичному отбору инвестиционных проектов рассмотрела 6 бизнес-планов, 5 из них одобрены. Это фермерское хозяйство по производству лаврового листа. Учредитель Зарандия. Объем заемных средств 40 миллионов рублей. Срок окупаемости проекта 4 года. Производство полуфабрикатов, блинов, макаронных и хлебобулочных изделий. Учредитель Канджария. Объем заемных средств 62 миллиона рублей. Срок окупаемости проекта 3,5 года. Строительство гостиницы «Гранд-отель Сухум» с рестораном и спа-центром. Учредитель «Какалия». Объем заемных средств 88 миллионов рублей. Срок окупаемости проекта 4,5 года. Производство сельскохозяйственной продукции, джемы и конфитюры. Учредитель «Буава». Объем заемных средств 58 миллионов рублей. Срок окупаемости проекта 3,5 года. Создание гостиничного комплекса «Чигем». Учредитель «Циба» и «Гицба». Объем заемных средств 49 миллионов рублей. Срок окупаемости проекта 4 года. Спустя 20 лет в Абхазию вернулись представители Всемирной организации здравоохранения ГАВИ. Альянс ГАВИ – это глобальное партнерство в области здравоохранения, цель которого – увеличение доступности детской вакцины во всех странах, укрепление системы иммунизации, внедрение инновационных методов вакцинопрофилактики. Рената Шакая продолжит тему. Министр здравоохранения Анзор Гуов встретился с представителем Организации Глобального альянса по вакцинации и иммунизации детей Екатериной Рукавановой. Основная цель их приезда в Абхазию – узнать, с какими сложностями приходится сталкиваться здравоохранению при вакцинации населения, насколько хорошо функционирует сама система. Задача альянса – приблизить систему вакцинации в Абхазии к международным стандартам. Что мы видели за последние 2 дня, программа работает, охват хороший в Абхазии, хотя, конечно, проблемы некоторые существуют и можно улучшить многое. Но, тем не менее, мы видим, что вакцины поступают, вакцины востребованы, дети вакцинируются, и не только в районах, но и в селах. Делается все возможное, чтобы как можно больше детей охватить, чтобы дети вакцинировались по графику, по календарю. И те дети, которых не получается вакцинировать, ищутся способы, как сделать так, чтобы это происходило. Но работа еще есть. Как отметил министр здравоохранения Анзор Гуов, на сегодняшний день Абхазия проводит вакцинацию детей совместно с представителями детского фонда ООН ЮНИСЕФ по программе вакцинации. Есть база данных, и за своевременностью вакцинации детей стараются тщательно следить. Детские заболевания по иммунизации, они везде, только у нас. Работа в этом плане, конечно, огромная. И еще раз повторю, ваша помощь, она неоценима. В дальнейшем тоже планы те, которые есть.
Да, мы согласовываем. Насколько вы видите, наша служба по педиатрии, она, ну, скажем так, налаживается. Я думаю, что в скором времени у нас будет нет совершенства, но мы стараемся совершенствоваться в полной мере. Как отметил министр здравоохранения, здоровье детей объединяет. Анзургу выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с представителями Всемирной организации здравоохранения. Рената Шака, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Семинар по описанию механизма государственно-частного партнерства и возможности его реализации в Абхазии. На эту тему провело закрытое акционерное общество «Транспроект Групп». Организаторы семинара – администрация Сухума при поддержке торгового представительства России в Абхазии. В работе семинара принял участие первый вице-премьер Шамиль Азанба, главы городов и районов, представители торгово-промышленной палаты. Репортаж Асиды Малия. Закрытое акционерное общество «Транспроект Групп» – ведущая инвестиционная консалтинговая группа, которая специализируется на инвестиционном консультировании органов государственного и муниципального управления. Фирма только за последние 10 лет успешно подготовила и реализовала крупнейшие инфраструктурные проекты в России и странах СНГ. Мы являемся инвестиционным консультантом, который занимается как раз консультированием органов государственного и муниципального управления о том, каким образом и наилучшим образом использовать механизм государственно-частного партнерства. Мы привлекаем частных инвесторов, мы привлекаем банки для того, чтобы этот проект подготовить и наилучшим образом реализовать. Важным этапом во внедрении системы государственного частного партнерства является получение практикоориентированных знаний. Первая часть семинара была вводной. Речь шла о целях государственного частного партнерства, его преимуществах, практике внедрения и результатах, о ключевых сферах применения такого механизма. В первую очередь это могло быть в социальной инфраструктуре, может быть в парках городских, то есть в тех объектах, в тех проектах, где объем частных инвестиций не очень высок, с тем, чтобы на первых пилотных проектах продемонстрировать позитивный опыт и возможности государственно-частного партнерства. По мнению экономиста Леона Кварча, Абхазии есть что предложить инвесторам. Что касается предлагаемой системы государственно-частного партнерства, по его мнению, она приемлема в условиях республики. В дальнейшем следующим шагом будет уже, наверное, проработка нормативно-правовой базы, да, по государственно-частному партнерству и, естественно, более глубокое изучение потребностей на местах, то есть потребностей в городах и районах республики в реализации тех или иных инфраструктурных проектов. Образовательные программы представляют собой уникальную возможность слушателям взглянуть на процесс подготовки и реализации проектов ГЧП. 4-часовой семинар вызвал интерес у его участников. Организаторы рассчитывают на следующий семинар с привлечением более широкой аудитории. Асида Малия, Саид Агухава, Абхазское телевидение. В Абхазском госуниверситете обсудили возможность подписания трехстороннего соглашения между АГУ, Сухумским физико-техническим институтом и Орловским государственным университетом учебно-научно-производственного комплекса. Как сообщает Апснопресс, об этом шла речь на встрече в АГУ делегации Орловской области с руководством университета. В частности, обсуждались вопросы по обмену студентов в части научно-образовательных программ, а также прохождения практики и разработок перспективных направлений в тех сферах, в которых Орловская область в настоящее время развивается. Это радиоприборостроение, все виды энергетики и других перспективных разработок. Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения Гарри Тативасяна, ведущего солиста Абхазской государственной филармонии имени Гумба, солиста Государственного камерного оркестра Республики Абхазия, преподавателя Сухумского государственного музыкального училища имени Алексея Чичпа по классу виолончель. На протяжении всей творческой жизни Гарри Тативасян принимал активное участие в концертах, государственных мероприятиях, фестивалях и сольных концертах. В 1990 году за высокое исполнительное мастерство ему присвоено звание заслуженного артиста Абхазии. В 2005 году указом президента Абхазии за заслуги перед Отечеством в развитии культуры и искусства Гарри Тативасян награжден орденом Ахтапша 3-й степени. 3 августа в Пицунском храме состоится еще один концерт при поддержке московской абхазской диаспоры в рамках празднования юбилейного года Пицунского органа. Так уже состоялось 8 концертов различных исполнителей из России и Абхазии. В этот вечер органно-вокальной музыки, музыкальной параллели выступят Анастасия Черток, орган, Москва Лука Гадылия, орган и Кристина Эшба, сопрано. Начало концерта в 17 часов.
Министр здравоохранения Абхазии Анзор Гуов примет участие в программе «Вопрос министру» завтра, 31 июля. В прямом эфире министр ответит на ваши вопросы, уважаемые телезрители. Вы можете отправить свой вопрос на электронную почту вопрос.министру@gmail.com. Итак, в пятницу, 31 июля, гость студии министр здравоохранения Абхазии Анзор Гуов. Задавайте интересующие вас вопросы. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар США 58 рублей 99 копеек, евро 64 рубля 65 копеек. А репортаж Низфы Ашба заседания парламента смотрите в рубрике «Амшик Шара Плюс» сразу после прямого эфира передачи «Ахэтто». И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью 24-26, днем 35-37 градусов. Температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.